прошлом выпуске участники соревновались в умении знакомиться на улице на осетинском языке. Пусть и с переменным успехом, но справились все. За время выполнения задания вы наверняка узнали ответное приветствие к Дарайшам Хорш, Дабон Хорш и так далее. Агашсу. Агашсу. Агашсу, что значит буквально «будь жив», «приди живым» и так далее. То есть к Дабон Хорш мы говорим Агашсу. Тынхорш. Сегодня мы узнаем, как прощаться. Харшбон, что значит «хорошего дня». Хоржай, бажай, бажают во множественном числе. Забаху, забахут во множественном, что значит «счастливо оставаться». Ну, а если мы хотим пожелать счастливого, доброго пути, то говорим «фандараш», что значит «прямой дороги». Фандарашт. Это еще меня бабушка научила говорить. Давайте что-нибудь новое. И еще, вы обычно спрашивали «куду да мы как твоя фамилия?» Еще есть вариант «камайда». Камайда – кастай. Камайда – Тян. Угу. Камайда? Спроси у Амирана. Камайда кастай. Камайда кастай. Моя фамилия Каст. Так, давай. Камайда. Ампилогов. Угу. Давай еще раз задай вопрос. Камайда. Ампилогов. Тынхорш. А как задать вопрос, не повторяя его? Вот она спросила, как твоя фамилия? Я ей ответил, и чтобы не повторяться, как сказать, а у тебя? Надо спросить «да вон та», а у тебя? Куду даном? Маному Ирина, да вон та. Амиран. Ну что ж, мы выучили «привет» и «пока». Продолжим. Как вы думаете, что самое главное в языке? Произношение. Еще? Акцент. Ну, может быть, но еще. Слова. Глаголы. Слова, глаголы, тынхорш. Глаголы – самая главная часть в языке. Чем больше глаголов мы знаем, тем больше и богаче наш язык. Сегодня мы познакомимся с некоторыми глаголами. Варжин – любить, сарен – жить, саун – идти, ахурканын – учиться, кушен – работать, архаин – действовать. Глаголы следует учить в неопределенной форме, и окончание здесь «н». У глагола в осетинском языке 3 времени – прошедшее, настоящее и будущее. Сегодня мы будем говорить о настоящем времени. Будем склонять глагол по лицам и числам. Для начала разберем личные местоимения. Эш, я, д, ты, вы, он, она, оно, мах, мы, шмах, вы, удон, они. Для того, чтобы правильно использовать глагол, надо запомнить, как он изменяется во времени по лицам и числам. Уй – это да, это ты, ой. Уй – это он, она и оно. Все это уй. Да, в осетинском языке нет категории род. Я знал, что в осетинском языке не обращаются на «вы», но что нет рода, категории такой, это для меня было открытием. Как изменяется глагол во времени? Мы берем неопределенную форму глагола «сарен». Убираем окончание, у нас остается основа слова «сэр», и к нему мы добавляем нужное нам окончание. То есть мы не можем сказать «ты работать» или «он жить». Мы можем сказать «ты работаешь», «он живет». Также и в осетинском языке. Эш сарын зауджикау. Я живу во Владикавказе. Ды сарыш зауджикау. Так, громче. Ды сарыш зауджикау. Ты живешь во Владикавказе. Уй сары зауджикау. Он живет во Владикавказе. Тынхорш мах сарам зауджикау. Мы живем во Владикавказе. Шмах сарут зауджикау. Вы живете во Владикавказе, и они живут во Владикавказе. Еще такой вопрос. Переводим как во Владикавказе, но мы говорим зауджикау. Не приставка, а как она называется? Предлог. Предлог, да. Как мы его обозначаем? Хороший вопрос, отличный.
Для этого у нас есть богатая падежная система. В астинском языке падежей больше, чем в русском. В данном случае для обозначения местонахождения мы используем падеж родительный, в русском языке он называется родительным, и окончание «э». Вернемся к падежам на одном из следующих занятий. Пока продолжим. Хочу обратить еще раз внимание на то, что вы должны запомнить, в каком лице и каком числе какое окончание. Мы не можем сказать «д сары» или «мах сарут», только «д сарыш», «мах сэрам». Давайте попробуем просклонять один из глаголов, который мы до этого узнали. Возьмем глагол «любить», «варжен», и прям по очереди. Аж варжен, д варже, швы варже. Мах варжам, шмах варжут, удон варженс. Вова, попробуй без доски. Эж варжон, д Варжиш. варжиш. Я дальше не помню. Ага. Ну, я надеюсь, ты все записал и выучишь к следующему занятию. Обязательно. Дартер. Дальше. Куду даном. Маном у Мадина. Угу. Помните глагол «у»? Я говорила, что это форма глагола «быть». Вот сегодня мы поговорим более конкретно, более подробно об этом глаголе. Это очень нужный и важный глагол в астинском языке. Его неопределенная форма «вавен», но склоняется он в настоящем времени по-особому. «Эждан ахурганак» – «я есть учитель» или «я являюсь учителем». «Деда инженер» – «ты есть, ты являешься инженером». «Он является». Здесь у нас не он, а она является актрисой. Далее, махштам иратта. Мы есть или мы являемся иратта астинами. Шмахштут лапута. Вы являетесь мальчиками. Вудоншты вшимарта. Они братьями. Они являются братьями. А мы говорим обычно в русском языке «я являюсь», «ты являешься». Нет. Нет, мы говорим «я учитель», «ты инженер» и так далее. В астинском языке мы не можем так говорить. Нельзя сказать «жахурганак», «вы актриса». Этот глагол обязательно должен быть в этом контексте. Здесь важно запомнить, как склоняется этот глагол, независимо от слова, которое стоит за ним. Давайте попробуем закрепить. Мадина, скажи «я Мадина». Аждан Мадина. Амиран, скажи мне, ты учитель? Да, учитель. Ахурганак. 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 Да, ахурганак рашт. Вова, скажи, она девочка. Девочка будет чешк. Вы у чешк. Да, очень хорошо. Надеюсь, вы записали или запомнили. Сегодня мы еще разберем несколько основных профессий. Ахурганак – учитель, доктор – врач, аражак – строитель, амалганак – предприниматель, шофер – водитель и харинакганак – повар. А как произносится правильно профессия? Дашният. Дашният – профессия. Амиран, а какая у тебя профессия? Аждан кинематографист. Аждан кинематографист. Тунхорш. Попробуй сказать, ты работаешь по профессии? О. Попробуй сказать, я работаю кинематографистом. Эш кушен кинематографист. И ты сказал, что ты работаешь кинематографист. Это неправильно, да, не звучит. Эш кушен кинематографистой. То есть, если я хочу сказать, что я работаю кем-то, я добавляю к профессии окончание «эй». Эш кушен ахурганагей. Вы куши дохтерей. Давайте попробуем несколько профессий. Начнем с Вовы. Аждан. Аждан дохтерей. Я тебя хотела запутать. Аждан
Доктор. Ну, я работаю. Кушан... Что? Что хочешь? Шоферы. Хорш. Амран. Юхатма. Аш кушан, я работаю поваром. Аш кушан повараю. Повар. Ой, аш кушан харинаганаг. Аш кушан харинаганаг. Я работаю повар. Как правильно произносить? Ну, вот слитно, чтобы получалось. Харинакганаг. Аш кушан харинаганаг. Окончание. Харинаганагай. Тынхорш. Мадина. Эшкушин ахурганагай. Тынхорш. Столько информации, и это только ко второму уроку. Я от первого толком не отошел, это вообще законно. Я просто не понимал, она еще и постоянно доска менялась, она что-то, эш-сарен, де-сарен, эти сидят, поддакивают, я тоже приходится поддакивать, но я при этом понимаю, что вообще ничего не понимаю. Конечно, изучая язык, основа всех языков — это слова, и для меня не странно то, что на втором уроке преподаватель дает нам уже такое огромное количество новых слов. И если мы работаем с окончанием «эй», «ахурганагай», то учимся мы с окончанием «эл». «Эш ахурканын ахурганагыл». «Ды ахурканыш». Доктор. Аж ахурканы доктор. Окончание. Доктор. Докторыл. Докторыл. Так, жахурканын. Аш ахурканын аражагыл. Амиран. Аш ахурканын харинаганагыл. Тынхорш. Давайте закрепим буквально одним примером. Значит, эш кушин. Аш кушан амалаганагай. Амалганагай. Амалганагай. Так, эш ахурканын. Докторыл. Докторыл. Тынхорш. Дартар. Продолжим дальше. Теперь мы с вами умеем здороваться и прощаться, использовать глаголы в настоящем времени, умеем представляться. Можем уже составить небольшой рассказ о себе. По примеру. Если на первом задании мы должны были просто познакомиться, то, наверное, на втором задании мы уже будем останавливать людей, рассказывать нашу жизнь, кто мы, что мы, какие стихи я писал в 5 классе, да, я писал. Судя по всему, сейчас она будет объявлять задание. Но если вы хотите знать, после сегодняшней терапии, после всего, что произошло с моей головой на этом уроке, мне кажется, даже если будет задание разговаривать с животными, я справлюсь. Мано Муирина, мамыка гук астей, эш сарын алагира, кушин ахурганагай, эш варжин ирыштон, иронов жагама, иронах дау, архайн телепроект энсон ирона. Мне кажется, все должно быть вам понятно. Теперь надо будет составить вам короткий рассказ о себе по этому образцу. Как переводится «вжаг» и «ахдау»? Ирон вжаг – астинский язык. Ирон ахдау. Ахдау – это слово, которое дословно мы перевести на русский не можем, потому что оно вбирает в себя много понятий. Это и нормы этикета, это и обычаи, и мораль, как себя вести в обществе. Сейчас мы составим с вами небольшие рассказы о вас и попробуем выполнить следующее задание «Фалваран». Значит, проходит кастинг телепроекта на астинском языке. Вам надо поучаствовать в нем. Ничего сложного. Ваш уровень астинского языка не позволит вам быть участником этого телепроекта, но рассказать о себе вы сможете. Именно это и требуется. На этом теоретическая часть закончилась. Сейчас мы попробуем составить рассказы. Каждый из вас начинает с Маном, У, Вова, Амиран, Мадина. Мамы как У. Далее. Эш сарын алагира. Эш сарын зауджикауа. Кушин ахурганага. Здесь вы пишете свои профессии. Эш варжин. Каждый из вас пишет, что любит. Вова, что ты любишь? Девочка. Это кастинг не на дом, давай. Эш архайн телепроект энсон ирона. Архаен как переводится?
У нас там это было до этого действовать. Действовать точно. Действовать, участвовать, да? Машина как по-осетински? Машина. Хатуга. 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 Не Уардон, как в Турции. Ажваржин хатуга. Семерки. БМВ семерки. Я учусь как бы аждан Ахурканен. Если учишься на кого-то, то ажахурканен, программист, окончание. Этот ыл. Л. Наверное, это будет нечестно, так как на задании будут сидеть мои коллеги. Мне бы хотелось поговорить с незнакомыми людьми, чтобы оказать на них впечатление того, что я знаю осетинский язык, и посмотреть, получается у меня ли это или нет. Поэтому, мне кажется, ничего нового в этом уроке. По-моему, это наш кастинг. Да, по-моему, да. Что, ребят, волнуетесь? Ну да, если честно. Подожди, я же правильно все понимаю. Просто нужно на осетинском рассказать о себе, да? Ну да. да. Могли бы что-нибудь поинтереснее придумать. Ты первый. Давайте я что, время тянуть. Здравствуйте, можно? Молодой человек, вы точно по адресу? Вы хотите пройти кастинг? Да. Просто по условиям наш проект подразумевается как осетиноязычный. Вы действительно справитесь с этим? Ну, подождите, а может он на самом деле говорит на осетинском? Да, знаете, я вот как раз учу язык, ну, по крайней мере, стремлюсь к этому. Ну, давайте попробуем. Маном у Владимир, мы как у Тян, аж Ахурканын и Роналд Зурин, аждан студент, Уаржан КВН и Кажан. Кажин. К является одним из самых труднопроизносимых звуков в осетинском языке, и ставить его надо желательно в детстве. Аж Сарын Бишван. По условиям кастинга, в принципе, участник должен был рассказать о себе на осетинском. В принципе, с этим вы справились. Но, как я понял, вы участвуете в каком-то другом проекте нашего телеканала. Да, знаете, поучаствовать в вашем кастинге было одним из заданий. Да, я думаю, вы вполне справились со своим заданием. Спасибо. Спасибо вам. Спасибо. Хороший парень. Жаль, что мы не можем привлечь его в свой проект. Да, если бы он разговаривал на осетинском, было бы очень круто. С его внешностью это было настоящей изюминкой. К сожалению, он не так хорошо владеет, как хотелось бы. Ну да. Безупречно, Вова. Видно, что наш герой подготовился основательно. Ну как? Давай, заходи, не в хорошем настроении. Давай. Я так волновалась, на кастинг пришла, и люди пришли на кастинг, и все что-то там происходит, и раз. Бабон, хорш. Худуда мы как? Мамы как у Халикова, маном у Мадина. Касейда Мадина. Касейда – это откуда ты? Ребята еще не знают этот вопрос. Манел сауэ дэуэ нарта ажа. Кушин ахурганагай, эшбира уаржин макушин. Здесь надо было сказать «жваржин макушт». Макушин – это моя работа, и это неправильно. Если же мы хотим сказать, что мы любим работать, то это «жваржин кушин». Мадина, вы вообще поняли вопрос, на каком уровне вы владеете осетинским языком? Я не владею языком. Ну, вы понимаете, что сейчас проходит кастинг на проект, который будет полностью осетиноязычным, и если вы не владеете, вы не можете попасть. Почему вы пришли? Хотелось попробовать поговорить на осетинском языке. Вы изучаете осетинский? Да. Ну, вы, в принципе, для изучения неплохо рассказали, но понятно, что для нашего проекта это не совсем то, что нужно. Если когда-нибудь вы изучите язык на таком уровне, что сможете излагать свои мысли, то добро пожаловать, но сейчас, разумеется, к сожалению, нет.
Спасибо вам, Мадина. И если вам не сложно, позовите следующего участника. Вам спасибо. Спасибо, До свидания. до свидания. Мне кажется, просто некоторые люди переоценивают свои силы. Что это вообще было? Я пришла, рассказала о себе, они ничего не поняли. Либо я неправильно поняла задание, либо мне явно нужно подучить остинский язык. Но у меня остались вопросы. Добон хош. Амиран. Привет, Амиран. Амиран работает с нами, и он не говорит на остинском языке, это я знаю точно. Добон хош. Ты что тут делаешь? Я участник телепроекта. Ты пока не участник телепроекта, здесь только кастинг, по блату не получится. Я участник другого телепроекта. Тебе тоже нужно выполнить задание? Как-то так. Райдеуда, Амиран. Райдайода, что значит «тогда начинай». Маному Амиран, Мамакагу Ампилогов, Манол Сава Дуа Арта Ажа, Дуа Нарта Ажа, Кушай режиссеры. Кушай нет такого слова в остинском языке. Есть кушен. Кушен режиссеры Ахургана Гаймафтадартер. Важен кинематографа Ама Хасан Гаршта. Архайн. Архайн слишком мягко произнес Амиран. В остинском языке звук «х» более твердый. Допустим, «хо» – сестра, «харын» – кушать. Ансон Ирон, телепроект Ансон Ирон. Ама Иронау Дзорын Ахоркан. Вопросов нет, Амиран? Спасибо. Божник. Кушай режиссером. Кушайкан режиссеры. Что я могу сказать по выполнению этого задания? Участниками нового проекта они не станут, но фолварен пройден успешно. Были шероховатости по произношению, но над ними можно работать. И сегодня ребята научились рассказывать о себе. В следующем выпуске ребята пойдут за покупками, вооружившись знаниями, которые они получат на уроке.